Жития святых, светители Дмитрия Ростовского. Месец юни, 20 ден. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А ще хочете более научите или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же ден житие и живосветих отца нашего Левкия изповедника, первия в Александрии, даже во Вронтисиополе, бывшего епископа. Во времена идолопоклонническая, егда нечестивые цари римстии, якоже западом сици и востоком обладаху, бе в Александрии мужнеки и честен, именем Евдикий, прост внешнего учения разумом, но духовным обучением премудр. Добрым и буделый бяше украшен, в целомудрии провождая житие свое, исполнен страха Божия и любви, и книжки милосердия, и творяше милости и немногие, и прилежаше почтением и молитвам. Тому бяше сын единороден сей, о нем же нам предлежит повест, Левкий святый, и же от рождения своего родителями не Левкий, но Евтропий наречен бысть. Потом же Левкий от Бога преименувася, яко же начато е явит слово. Егда же бе отроку 10 от рождения лето, матер его Ефродисия, от жизни сия представися. Родителю бо Евдикий, поемши сына своего Евтропия, пойде с ним в монастырь блаженного Ирмия, в Александрийских пределях бывший, игуменом Никитою блаженным управляемый, и таму вдадеся иночествованию, отрука же даде в учение книжное. Уструмен же сущий отрок вся вскоре от образуме вашей, толико благодатью Божию в книжном учении успе, яко превзейте ему многих, во внешнем любомудрии учившихся. Бяше же кроток и смирен, и послушлив всем, и же в монастыре, с усердием служай, и любимый бе всеми, ово добронравие ради его и послушливства, ово же книжного ради разума и премудрости, данни ему от Духа Святаго. Бывши же Евтропию 80-летну, игумен монастыря того Никита Блаженний ко Господу представися. И советовавши братья, молише Евтропия юношу, не в иночество пострижена, да будет им игумен. Он же всячески отрицашеся, и ще же и отец его Евдикий, возбраняше ему, увещавая да никак уже дерзнет прияти на себе бремя, его же не навык носить и юне ще сей, но да творице недостоин начальства сам требуе под началом исправлятися. И бяше той Ермиев монастырь без игумена 7 лет. Никого же бо и много братья хотяху кроме блаженного Евтропия, аж те не хотящу и не упострижена, яко игумена его между собою имееху, много пользующи се от добродетельного жития его. В то время соверши се ему от рождения 25 лет. И собравши се братья рекоше к нему: «Под что презираешь и нужду нашу и моление наше, и не хочешь и нам быть и начальник? Все 7 лет соверши се от нележенимого игумена по кончине блаженного отца нашего Никиты, и всяк живет по своей воле. Смотри да не сотвориши се виновен разорение нашего, эдаки волк všed, разпудит стадо Божие. Мы же не инаго, кого точую тебе отца нам имети хощем, понеже все видим святое твое житие и разумеем твое добронравие, и знаем быть в тебе от Бога данную премудрость. Отвеща же им Евтропий: «Что мне и вам, мочестни отцы и братья, че со ради стужаете мне осем, че со го отнюдь невозможно мне сотворите? Ибо ниже во иночество я съм пострижен, ниже ки имам чин церковни, како обо буду вам отец, не имай власти, еже в церкви поучительно е к вам изрещи слово, ниже моги овещавати стария, сам юн сей. Униже к пострижению и к приятию священства его нудиху, но той никак уже повинуси их воли. Аз ще бой желаше в сърце своя иноческа гучина, обаче не приемляше того бояся, да никако нуждею убедяте го к игуменству, егда че иночески приемет. Непострижено обосущи, житием изкусени нукивляше ся. В то время царствуваше време нечестивый цар Комод. Во Александрию же прислан бяше от царя Епарх Филип, ему же дъщерь бяше Евгения, я же потом приемши веру Христову дивно е в мужествем образе поживе житие, даже мученичеством венчася. Той Филип Епарх, елин бе верою, а ще и кроток християном являше се, обаче по повелению царево изгна из града християни и светители, иереи и инуки, повележи им на предградие жилища своя и церкви и монастыри свободно имети. Беше тогда християном епископ святей Елий. Той живеше во Елиополи граде,
не зело далече от Александрия отстоящем. На предградие же Александрийстен бе монастир от того епископа создан и некоему святому игумену Теодору вручен. И щеже на том же предградие бе церков знаменита во име Пречистия Богородица и Преснодевой Марии. Веяже празднества не точно все Александре неверни, но и от окрестных градов и стран християнстве люди к церкви оно истекахуся. Приходящо убо празнику Успение Пречистия Девы и Богородици и многим отвсюду к церкви Пресветия Богородицы и грядущим, блаженни Евдикий изшед из монастыря своего Ермиев нарицаемого, пойде се в тропием сыном своим в предградие Александрийское, к церкви Пресветия Богородицы и на празник. Прилучи се же в той же день и святому епископу Елию из Елиополя града идти с клиром своим и со множеством народа к тому же праздненству. И примесив се Евдикий и Евтропий грядущему по епископе народу идях укупно. Восхотеже епископ святей вните первее в созданный от него монастир, Теодором игуменом управляемый, и почити таму до приходящего праздника. И когда приближаше се к монастырю тому, прилучи се того же часа дъщери епарховой, блаженно Евгений с двумя евнухи своими во образе мужествем там уже идти. И узревший епископа и народ предыдущий ему и последствующий, примеси се народу, и хотя единого от грядущих вопросител епископе обрете Евтропия блаженного. Той же сказа и вся яже о архиерей Божий Елии подробно, яко же в житие я пишется о том пространно, и приведе тою к нему. Знаемо и бобяше епископу святому Евтропий блаженной чистоты ради жития своего, и много го ради книжного разума. О святой убо Евгении изволя и ведати, да чтет житие я. Декемврия месеца в 24-ти ден, нам же о настоящем святом предлежит слово. Почивающу блаженному Евдикию в монастыре оном, бысти му в нощи в сонном видении божественное откровение и извещение о приближившейся кончине его, так уж да и о сыне его открыся ему, яко епископ имат быти, и сокрушит идолы в Врунтисью поле, и же Виталий, и просветит страну оно и святым крещением. Слыша же глаз к себе глаголющ: Евдикие, Евдикие, верный рабе Господен, оцели имя Твое не Евдикии, но Евдиклий да наречется, си есть кроткий утешитель. Сыну же Твоему не к тому Евтропии, но Левкий имя да будет. Еже сказуется, прииде на него Дух Господень. Воспрянув же Евдиклий от сна, Абия призва сына своего и сказа тому яже в видении откровенно ему бывшее глагола: Вишь, сыне, яко время отшествия моего приближися, ты же не буди прельщен суетами мира сего. Открибо мне Господу тебе, яко епископским саном почтен будеши, и тобой Господь хочет да Врунтисью поль очистите от треб идольских. Не к тому же наречется имя Твое Евтропий, но Левкий, яко преименовате Господь тако, яко же имене из Евдикия нарече Евдиклия. То слышав святый Левкий, и же и Евтропий, поклони се Богу и простре се крестообразно на земли к благодарственной молитве и глаголоше: Благословени си Господи Боже Отец наших, Авраама, Исаака и Якова, яко не презираешь уповающих на Тя, не отемляше милосердие Твоего от нищих рабов Твоих, но милуеше ме недостойного. Сего ради Господи Боже небесе и земли, славлю Те и величаю, яко Ты си владыка, любитель душ человеческих, Тебе буди слава в бесконечные веки. Тако святому молящуся, услыши се глас с небесе над церковью глаголющ: Левкие, Левкие, светлейший душею и обеленне сердцем, все имя Твое написано есть на небеси, и память Твоя не изгладится от книги животния. Той глас слышен бести святому Елию епископу и от братья неким в ту нощ без сна на молитве бывшим. Но никто же можаше разуметь, кому речеся. Бывше же утру придоша братья из Ермиева монастыря к епископу глаголюще: Вежд, владыко отче, яко се более 7 лет без игумена пребываем, и киж до нас живет, яко же хочет. Молихом же многожды и честнаго Евтропия да будет нам начальник, понеже от юности в нашем монастыре возрасте, и житие го святое превосходит жития всех нас. И никто же может сравнить се ему в трудах послушания, всегда же пребывает в пущении и молитвах, в чтении же и писании книг, и во всех добрых делах упражняющихся его видим. И хотели бы иметь его себе в Отца и последовать стопам его, но он не изволяет и презирает наше моление.
Моли му бутя, владейко, тъй его аще нехотяща игумене нам постави. Епископ же святей глагола к ним. И аз тоже помишлях, живъй нейни глаголите, но пождите мало даже увещаю его повинути се нашей воли. То рек епископ в устав иде в церков, понеже час бъйст святея литургии. Повележе архидиакону нам воне ставши возглашати к народу глаголя. Кто есть от зде сущих, иже именуется Левкий? Егда возглашаше архидиакон, никто же от народа отвещаваше. Ни един бо бяше в них тем именем нарицаеся. Возгласивши же архидиакону дважды и трижды, видев Левкий святея конест в народе и наго Левкия кроме его, отзвася глаголя. Аз есам грешний Левкий. Возревши же на него все удивише се и рекоше. Те Евтропие си, сей Невдиклиев. Он же отвеща им. Въпросите отца моего, той вам лучше о имени моем скажет. И приведоше на среде блаженного Евдиклия, старца честно, 9, 10 и 7 лет имуща, и вопрошах от того, которое есть истое имя сыну его. Он же видит таковое благоволение Господне, да откроется тайна, я же онеми у сына его, сказав все видение свое подробно, и како глас Господен в усне и яве сына его нарече Левкием. И все слышащие то с радостью благодаряху Бога, и притекающите ко святому Левкию целуваху по премногото го почитающите. Посем нача епископ увещавати его да приимет сан священства и игуменства. Он же отрицаше ся, а народ возглашаше глаголя. Не то, чию пресвитер явва бъйти, но и епископска го сана достойни с Левкий. Хиротонисано бо бъйсти нехотящ Левкий святей в священство, явва поставлен. И празнуваше светло празник Успения Пречистия Богородицы в церкви ея. Прием же святей Левкий са на своего место, нача множе подвизати се в богоугождение и творяше чудеса благодатью Божию в нем живущею. Некоего времени приведен бъйст к нему человек бесен родом етиоплянин, оглашен уже к святому крещению бывый. Того беснующа се видев святей, рече к бесу: престани мучити человека, душе дьяволь. Бес же вострепетав, нача да его пити. Аз ще от сего изъйду, то камо вниду, ибо не имам лучшего дому паче сего. Глагола к нему святей Левкий: нечистый душе, изыди от создания Божия и не дерзай более входите в него, но уничижени постижени шед свободно остави того, и гоже доселе человеку ненавистниче в веригами силой твоя темния связана имея мучили си. Вниде же в сосуды тыя, яже не веруют в Господа нашего Иисуса Христа и не поклоняются животворящему кресту Его. Тогда дьявол, вельми возопив и человека поверг, изъйде с нами Его в подобие черния птицы. Исходя же вопияше: «Что мне и тебе, рабе Божий Левкие, под что ми изгониш от моего жилища, его же избрах себе? Не хотех бо аз внити в коего человека лицем суща бела и благолепна, но внидох в Етиопа черного, и к видению человеком ужасного, надея се, яко никто же ме изженет от таковаго. Святей же знаменем крестним дьявола прогнав, воздвижи человека от земли здрава, и крещение свята Господоби его. Дьявол же шед в Египет, преобрази се в змия страшна великого, и яве во град в Ниде, и по улицам ходя со многою яростью убиваше вся прилучившиеся ему елинские и юдейские люди, мужи и жены, и дети и животные. Левкий же святейто дьяволю човекоубийственную злобу духом провидев, пойде спешно в Египет, а дьявол, змию подобный, ощутив приближающего се святаго ко граду, иде и вверже се в море, многие трупы по улицам градским лежащи оставив. Вшед же святей во град, видя множество плачущих и рыдающих о мертвецах своих, и вопрошаше их, кое ради вины плачут ся. Ти же сказаше ему змееву напрасно его град в шествие и многих людей от него убиение. Рекоше же и сие, яко в сей час пред твоим пришествием вверже се в море и погрезе. Святей же повелев принести воду, освети оную и укрупляше ею мертвия. Та же глагола к мертвим: во имя Господа Саваота восстанете. Не смерти Бозами держимия сте, но ядом дьявольским повреждени, и не можете от силы его змеину и собою освободите ся, яже возможе на вас нечестие ради вашего и слепоты сердечния в вас господствующия.
но восстанете силою Бога моего и дадите славу создавшему вас. То глаголя святый, жезлом в руце держимым, касаше се трупов их. Я бие всяки от сна воссташа, и емлеху се занозе свята го глаголюще. Кто есть Бог, ему же подобает кланяти се разве Отец и Сын и Святый Дух, и гоже ты проповедующий, святый Отче Левкие, рабе Божий. И веруваша во Христа все воскресшие, такожде и от живых до 3000 мужей прияша в той ден веру Христову, и крестише се с женами и детьми своими, славящи Господа нашего Иисуса Христа, чудес ради сотворених святыми го Левкием. Пришедшим же неким летом епарх Александрийский Филипп веровал во Христа со всем домом своим, Евгений ради святые дъщери своея. По времени же оставали паршество епископ быст християном. По страдальческото го кончине, избран быст всеми согласно на архиерейство Левкий святый. По Филиппе же во Александрии епарх быст Терентий, даже Сатурнин. Той враг сущи християнам советува со своими идолопоклонниками ежегонение воздвигнути во Александрии на християни, а вначале убити епископа християнского Левкия святаго, понеже видеше того многие от Елинко Христу обращающа. И искаше епарх подобно времени, еже бы замышленную злобу свою начати и совершити. Александрине же верни уведевши тое зло епархово умышление, советуваше с собою еже епарха убити. Тогда Левкий святый созвал к себе вся християни и начал увещевать их да не дерзают творить такова го мятежа, извести же им бывшие ему от Бога явление глаголя. Вещите, о возлюблении, яко Господь мой в видении явите се мне благоволи и повеле да и наго вам епископа поставлю. Аз же да иду к западу в Врунтисиополь, требует Боград той просвещения. Слышавши же то християне, начаша плакать и припадающи к ногам свята го глаголаху: Отче святый, не остави нас сирих, не отлучайся от людей их же Богу приобрели си, но пребуди с нами до кончини Твоея. Святый же отвеща им глаголя: Все вы весте, яко еще в юности моей бывшу мне, благоволи Господь открыть отцу моему Евдиклию, я же умне, како имех прияти сей, его же не съм достоин святительский сан, и идти во идолопоклоннический град, в народ неведущий Бога. Изволи се во владице нашему да мною недостойним рабом его люди тыя приобрящут се святей церкви. Того ради повеле мне ныне Господь, да и наго отца вам поставлю, аз же да иду на предповелено им неделу. О Сатурнине же епархи веще, яко совете го нечестивый, на гонение християн составленный, не приидет в совершение, понеже сократится житие его и приближи се погибели го. По моем бо отсюду изшествие падет се дом его, и сотретото го со всеми домашними его. То рек и утеши в плачущие християни, избра мужа достойно святительства и поставлен бысть епископ вместо его. Сам же поем с собою 2 своих диаконов, Евсевия и Дионисия, и от учеников 5, иде из града к пристанищу корабельному, провождающу его всему народу християнскому, яко до 5000 кроме жен и детей, с плачем и рыданием многим, и глаголющу: «Под что оставляешь и нас, Отче, и не милосердствуешь и учадих Твоих? Обращся же святый, плачущие видев, возмути се духом, и проплакася, воздев же руце к Богу глагола: Господи Боже мой Иисусе Христе, аще воля Твоя есть. Не попусти мне отлучити се от всех людей Твоих, в них же поставил ме си в службу Твою. Сия ему глаголю, что быст глас небесе во услышание всем. Левкие, не пренебрези повеление Господня, но вниди в корабль и гряди с миром, а може ти повелено есть. Тогда Левкий святый рече ко всему народу: Все слышите, братья, изволение Господне, вещите убо, яко не моею волею отлучаюсь от вас. И целував вся, вниди в корабль и яд се плавания. В Александрии же по пророчеству святаго внеза попаде се палата епархова и поби с ним вся внутрь обречеся. Плавав же Левкий святый 15 дней, прииде во Адрианополь, не в той иже во Тракии, но иже в Ветхом Епире, тамо мало умедлив прия к себе 2 пресвитеров, Леона и Савина. И обрет ин корабль от града регион нарицаема го, даде наем и седе в него, и дойде в Гидрунт, тамо преседе в корабль Далматийский и достиже в Рунтисиопольские пределы,
и изшеди с корабля идяшеко градо с клиром своим. Прилучи се же на пути и ти Тривуно, имене Мармалеонус, вои своими, от них же едина го вопросили в кей света и глаголя. Кто господине с града сего? Отвеща он. Дали не слыша сте великого господина Антиоха князя, обладающего страною сею? Пак и вопроси света и глаголя. Кое есть вера и господин той Антиох? Слышав же той въпрос, Тривун и с ним бывший восмеяша се и рекоша. Есть ли иная кая вера и ин Бог, кроме солнца и луны и просвещающих вселенную? Не всех ли уж са слышат, егда гласа их на облацах возгремят? Что есть скорее молнии от солнца исходящия, и что луны светлее, яже имущих быть и воздуха пременений и растворений своими предвозвещает знамени. Светей же Левкий воздухнув рече: о бедни и невежи! Како чужди сте божественного просвещения, не живесте яко солнце и луна суть создание Божие, и служат повелению Его, ден и нощ течение свое совершающее. И не подобаете нарицати их богами, в них же ни душа, ни божество обретается, ниже на едином месте могут стояти, но присно текут, восходят и заходят, и ово облаком, ово нощью потемняются, и овогда суть видими, овогда же невидими. И толико разнствует свет их от пресносущного света Бога нами почитаемого, илико разнствует создание от Создателя. Бог бо наш созда солнце и луну, небо и землю и вся яже на них суть. Той есть свет истинный, просвещая и вся верующая в Него. Той свет созда сияние солнечно и лунно и повеле да служат человеком в поднебесни жительствующим, солнце да просвещает ден, луна же да просвещает нощь. Яще бы и невидимый Бога нашего свет познали, видимым тем небесным светилом никогда бы преклоняли вы и ваши. Тривун же Армалеон рече: и ки есть той свет и гоже глаголище быть и невидимо очесей нашими? Отвещали в кий светей: Христос, Сын Божий, рожденный от Духа Святаго Девою Мариею. И начен сказуваше им светей вся, яже о Христе Бозе, како родися, како на земли с человеки поживе, како волио постреда, умреже и воскресе в третий день, и на небеса вознесе се и седе одесную Бога Отца, и придет судити всему миру, и воздати комужду подало го. То слышавше все умилише се и веруваше истина им быть и словесеми го, и падше пред ним на землю глаголаше: молим Тя, Отче, сотвори нас участники жизни вечния. Он же, огласив их, крести. Беже число их 67 мужей и внедоша во град. И тако нача врунти сио поле просвещати ся. Уведав же Антиох княз, яко Тривун Армалеон верова во Христа с воины и своими, призвай го к себе и рече: истинно ли есть, еже слышу от тебе, Армалеоне, яко християнин сотворился си ты и иже с тобой войны? Тривун же молчаше. Разгневав се же Антиох рече: под что не отвещаваешь мне? Глагола Тривун: нужда ли есть тебе, ярите се на мя за то, яко християнин съм? Глагола Антиох: не яростно, но просто вопрошаю те да речеш и нам, кто те научи християнской вере. Мы все вемайте в наших книгах премудра суща, и доселе отвергали си християнское учение. Ныне же удивляемся, како к всему пришели си, да християнин бъйте глаголише ся. Отвеща Армалеон: доселе слеп бых, в отмеже и сени смертни заблуждах, ныне же благодатью Божией просвещен вижду и во свете надежды и жизни вечния пребываю. Глагол Антиох: кая то есть жизнь вечная, о ней же глаголише? Отвеща Тривун: а ще хощеши, можеш и оную познати. Рече Антиох: а ще истинно нам оную покажеши, хощо видите и разумети, но не мню, а ще истина жизнь паче сия настоящия, не верую и наго бъйти света и Бога паче солнце и луны. Глагол Армалеон Тривун: солнце и луна не суть Бози, но создание, от Бога на небеси учинено е на то исто е, да разумному созданию человеку на земле жительствующи му служат, освещающи вселенную, а не да в службу себе кого привлекают. Удивив се же Антиох таковай от Тривуна слыша рече: кто те сему мудрствованию научи? Отвеща Армалеон: Александрянин некто именем Левкий, недавно сему пришеди.
той ме си му разума научи. Бяше же в то време Левкия света и вне града противоврат западних при позоришном месте, уча народ веровати во Христа и крещая приступающия ко Христу. Послав обу Антиох с честию призвак себе архиерея Божия Левкия света го, и видев его рече к нему: аз ще хощеш и да веруем в проповедуемого тобою Бога, сотвори то молением твоим к нему да подаст нам дождь, его же от 2 лет уже не видим, и истше земля наша, ниже может прорастать и плода, и весь народ в скудости и в нужде есть велико и бездождие ради. Святый же созвав клир свой и вся новокрещение християны, сотворили тию, моля се ко Христу Богу, яби облаком покрыйся небо, изляся дождь вели и зело, и дотоль дождь иде, даже всю землю страны Иония напои и влажно сотвори. Тогда верова во Христа Антиох и весь град его, и крестише се люди 27 000, и славляху Христа Бога нашего. Создаше же церковь во имя и чест Пречистия Богородицы и Преснодевой Марии посреди града, другую же церковь во имя святаго Иоанна Крестителя создаше на том месте, и даже народ крещен бысть. И тако просвети се весь Вронтисиополь светом святые веры. Прибысть же там Левкий святый некое лето уча и утверждая в вереново просвещение люди, и разболеся к смерти и позна скончание свое, еже откровением ему от Бога возвещено бе. И призвав к себе князя Антиоха, завещая му да по представление го погребет тело его на том месте, а може приста кораблем к земли их. Таже воздев руце, сотвори молитву о всем стаде своем, всем же благословение и последнее целование и мир дав, представи се ко Господу, плач многие оставив всему граду. Взему бо Антиох честно его тело, несе славно на место корабельного пристанища, а може святый пришед из Александрии, из корабля на землю изыде. И создав таму церковь во имя его, положи в ней святия мощи великого угодника Божия Левкия. И совершаха се много и чудеса от гроба его, во славу Бога в Троице славима го, Отца и Сына и Святаго Духа, и може от всея твари хваление и благодарение и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Амин. Конец жития святителя Левкия Исповедника.